Утро бодрое, утро доброе. Просыпайся, Якутия, солнце уже заглядывает в окна, и мы готовы зарядить вас энергией на весь день. В эфире «Утро Якутии», впереди у нас интересные новости, погода, истории, беседы, ну и все, что может помочь нам начать день правильно и информативно. Ну и, как всегда, начинаем мы наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 23 градуса. В Заречной группе 22-29 выше 0. В южных до 21 градуса тепла, в Вилюйской группе 23-31. В Нижнеленских до 31, в западных 19-24. В Колымо-Индигирской группе улусов плюс 5, плюс 16, в Янских до 23 градусов тепла. На северо-западе 15-30 со знаком плюс. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 19 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 33 градусов. 33 градуса, конечно, для многих, наверное, сейчас это прекрасная новость, ну а кто-то, конечно, насторожился, потому что действительно, вот та самая летняя жара, которую мы так долго ждали. Ну а в целом лето это, конечно же, радость, но для многих родителей это еще и вечная дилемма. Хочется, чтобы ребенок отдыхал, но при этом не терял навыки, не забывал про режим и не скучал. Летняя площадка – это возможность не просто скоротать каникулы, а провести их с пользой, подружиться, попробовать новое, раскрыть свои таланты. Здесь каждый день это маленькое приключение. Сегодня мы заглянем на одну из таких площадок в Алдане и посмотрим, как ребята проводят время, пока уроки на паузе. День на летней площадке при школе номер 2 обещает стать, как всегда, ярким и интересным. Сразу после завтрака мальчишек и девчонок ожидает увлекательное приключение. Они отправятся покорять моря. Испытания квеста отважных пиратов не страшат. Хотя с самого утра ребятам немножко грустно. Сегодня на площадке завершается сезон. Июнь пролетел очень быстро и незаметно. Больше запомнилось, когда мы проходили в РДК, это как там игры там играли, конфеты там получали, призы. Мне вообще было очень клево, и я этот момент запомню навсегда. Мне больше всех понравилась площадка. Там мы могли и поиграть с Богданом догонялки, там мы еще играли, и там еще можно было покрутиться, и мне это очень понравилось. В первый месяц лета на площадке при второй школе отдохнули 90 мальчишек и девчонок с 1 по 6 класс. В этом году было сформировано 3 отряда. К 2 действовавшим ранее добавилась спортивно-оздоровительная группа. Активные игры, походы и тренировки ребятам пошли на пользу. У нас регулярно участвовали в всяких эстафетах, они сдавали нормативы. В целом дети хорошо совсем справлялись, у нас активные ребята, я даже сама не ожидала. Мальчики по 30, по 40 делали отжиманий. Экскурсии, прогулки, викторины, праздники, положительных эмоций и захватывающих впечатлений хватило всем. Вожатым тоже жаль расставаться с мальчишками и девчонками. Возникший в первые дни контакт за 4 недели перерос в крепкую дружбу. Очень жалко, я сейчас заплачу. Ну да, я люблю уже своих детей. Да. Естественно, жалко, потому что уже привязались к ним. Всегда вот утром встаешь, сразу первая мысль так раз, дети что-то подготовить, сделать, убрать. Ну и просто очень интересно, интересный опыт, интересные люди. Каждый по-своему уникален. В июне школьников принимали площадки при 20 образовательных учреждениях района. Лагерь с круглосуточным пребыванием детей действовал на базе специализированной школы-интерната в поселке Нижний Куранах. Первый сезон финишировал. В июле продолжит работать несколько площадок. А уже завтра состоится заезд ребят в Томодский лагерь «Берег дружбы». Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей.
Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния граждан в период с 2020 по 2025 год. Согласно отчету, изученному РИА Новости, чистые активы россиян с поправкой на инфляцию выросли на 37%. Выше показатель только у Южной Кореи. На третьем месте Хорватия. В то же время в ряде европейских стран зафиксировано резкое снижение уровня богатства. В Великобритании он упал на 23%, в Нидерландах на 14%, во Франции на 4,5%. Единственной страной со стабильным показателем осталась Италия. Минпросвещение России начинает поэтапное введение в школах нового предмета «Духовно-нравственная культура России». Как сообщил министр Сергей Кравцов, в 5 классах дисциплина появится во втором полугодии 2026-2027 учебного года, а в 6 и 7 классах с 2027 и 2028 года. Цель курса – формирование у детей мировоззрения на базе традиционных ценностей через изучение биографии выдающихся государственных и культурных деятелей. Для преподавания предмета ведомство готовит новые учебники. В культурном центре «Сергелякские огни» прошло торжественное вручение дипломов выпускникам Якутского финансово-экономического колледжа. Дипломы получили те, кто отличился не только высокими результатами в учебе, но и активной общественной работой, участием в волонтерских и молодежных проектах республики. На торжественной церемонии собрались студенты, их родители, а также выпускники прошлых лет. Среди почетных гостей была депутат Государственной Думы Галина Данчикова. 252 выпускника по очной и по заочной программе обучения по 4 специальностям. Это наши бухгалтера, финансисты и специалисты банковского дела и торгового дела. И на уровне республиканском все связано с потребностями наших работодателей. Стрелы Олонхо в столице республики презентовали книгу к 60-летию якутской школы стрельбы из лука. Она рассказывает об истории развития спорта в Якутии. В ней собрали имена лучших лучников республики, рекордсменов, олимпийских чемпионов и мастеров спорта. Также издание приурочено к 90-летию Павла Михайловича Стасова, основателя якутской школы стрельбы из лука, и к чемпионату России, который сейчас проходит в Якутске. Над обширным сборником в течение около 40 лет работали ветераны лучного спорта, супруги Мария и Владимир Алексеевы. В Верхневилюйском Улусе впервые прошли республиканские соревнования по конной стрельбе из лука на призы главы Харинского наслега. Спортсмены из разных районов Якутии состязались в меткости на 90-метровой дистанции по маршрутам башни и рейд. Несмотря на то, что для Улуса это новый вид спорта, а на знакомство с лошадьми у всадников были всего одни сутки, участники успешно поразили мишени на полном скаку. Поединки собрали большое количество зрителей и получили высокую оценку за уровень подготовки. Именно вот если коротко рассказать, вот конная стрельба из лука вот с прошлого года началась. В прошлом году в республике Саха-Якутия в начале октября Үс-Хатынги, вот пробные заезды были. Ага, и вот там в пробных заездах участвовали 6 человек. Были и призеры, и победители. И вот в начале мая этого года мы съездили в Подмосковье, город Серпухов. На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла X1.1, которая вызовет мощную магнитную бурю на Земле 2 и 3 июля. По данным Икеран, это геомагнитное возмущение станет сильнейшим с марта текущего года. Источником взрыва стал активный центр рядом с рекордным пятном, которое само пока сохраняет стабильность. Несмотря на высшую категорию сложности, ученые классифицируют события как умеренное по силе, но предупреждают о неизбежном влиянии на магнитосферу планеты в ближайшие дни. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Летний период – это лучшее время, чтобы завести полезную привычку всей семьей. Например, утренняя зарядка. Она может быть обязательна не только для детей. Взрослым она помогает оставаться энергичными и справляться с нагрузками. Ну а когда зарядка становится семейной традицией, она еще и сближает всех членов семьи. Давайте сделаем разминку все вместе. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами сделаем летнюю зарядку. Она подходит для любого возраста. Мы ее можем делать так же,
как и я, вместе с детьми. Мы начинаем. Руки делаем наверх, опускаем вниз. И еще раз. И вдох. И выдох. Закончили. Руки на пояс. Наклоны головы вправо и влево. И выдох. Раз. Прямо. Вдох. 2. 3. 4. Молодцы. Опускаем теперь подбородок вниз. Раз. Наверх. 2. Растягиваем шею. 3. 4. Есть. По кругу рисуем носом. Приготовились. И наверх. Раз. Вниз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Молодцы. В другую сторону. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Закончили. Замечательно. Руки в сторону. Наклон корпуса. И раз. Поворачиваем корпусом. 2. Молодцы. Вниз. 3. И поднимаемся. 4. В другую сторону. И раз. Повернулись. 2. Вниз опускаемся. 3. 4. И еще разок. Раз. 2. Опускаемся вниз. И 4. Есть. Раз. 2. 3. И 4. Закончили. Руки на пояс. Ножки в сторону. Поднимаемся на полупальцы. И раз. И 2. И 3. И 4. Стоим наверху. Раз, 2, 3, 4. Теперь чуть побыстрее. Готовы? И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стоим. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Теперь ножки вместе. Следим за тем, чтобы наши пятки были вместе и колени. Приготовились. И раз, 2, 3 и 4. Теперь стоим наверху. Раз, 2, 3, 4. Теперь чуть побыстрее. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стоим наверху. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Ноги на ширине плеч. Вдох. И выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Мы закончили зарядку. Желаю вам хорошего дня и замечательного настроения. Сегодня, 2 июля, Якутск во второй раз становится центром притяжения для ведущих экспертов в области терапии и общественного здоровья из России, а также из стран Восточной Азии. Здесь обсуждают будущее профилактической медицины и то, как сделать жизнь людей лучше. Сегодня мы поговорим о главных темах форума и современных подходах к сохранению здоровья с нашей гостьей. У нас в студии Вера Невзорова, доктор медицинских наук, профессор, директор Института терапии и инструментальной диагностики Тихоокеанского государственного медицинского университета, Министерства здравоохранения России, а также главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения России по Дальневосточному федеральному округу. Доброе утро, Вера Афанасьевна. Доброе утро, Даша. Доброе утро. Второй Восточно-Азиатский форум по общественному здоровью стартует в Якутске сегодня. Какова его основная все-таки миссия? Вы абсолютно правильно сказали. Это такая международная площадка обмена мнениями специалистов, которые относятся к специалистам экспертного класса в вопросах общественного здоровья и сохранения популяционного здоровья в целом. У нас собрались в гости, имеется в виду, помимо участников со стороны Якутии, это 51 участник, которые присоединятся к нам дистанционно. Очно приехали 21 специалист. Это не только наши регионы нашего огромного федерального округа, но это и Москва, и Санкт-Петербург, и Самара и так далее. Ну а какие ключевые цели ставят перед собой организаторы и участники?
Но мы сейчас все находимся в реализации одних ключевых целей, которые провозглашены двумя федеральными проектами. Это проект, без сомнения, «Продолжительная активная жизнь» и «Технологии здоровья». И в рамках этих проектов еще реализуется 14 федеральных проектов. Поэтому все вот эти задачи, которые достаточно амбициозные, стоят перед нами в том числе, и нам нужно находить эффективные пути их решения. Но тогда, может, перечислим некоторые мероприятия, да, которые запланированы в рамках национального проекта вот, для улучшения, в первую очередь, качества жизни граждан. Прежде всего мы понимаем, что самым мощным инструментом является первичная профилактика. Вот для населения Якутии, для граждан, я еще раз хочу сказать, что самый эффективный инструмент – это вовремя прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. И там есть очень много новелл. Во-первых, это проект, который касается оценки репродуктивного здоровья. Вы знаете, это большая проблема. Якутия, кстати, здесь является хорошим примером относительно демографического роста потенциала, и она может поделиться опытом в этом вопросе. Кроме того, новеллы касаются здоровья работающего населения. Это федеральный проект, который говорит о том, что здоровье для каждого, кто работает. Это новеллы касаются диспансеризации участников специальной военной операции. Это тоже очень важные моменты. И мы понимаем, что у нас еще есть новости относительно реорганизации центров здоровья. Это вообще уникальная реорганизация, которая касается создания таких центров активного долголетия. Угу. А какие, вот, допустим, новые направления, вот вы сказали, да, сегодня уже как бы активно внедрены, да, и есть какие-то показатели, ну, допустим, хотя бы на примере нашей республики? Ой, на примере вашей республики много можно чего перечислить, потому что, например, мы традиционно в рамках нашего такого национального конгресса терапевтов организуем сессию каждого округа. И вы всегда отличаетесь очень хорошими, интересными докладами, сообщениями, и даже публикуем мы эти доклады и сообщения после этого. Вот в этом году как раз вопросы дистанционного мониторинга относительно проведения диспансерного наблюдения будет докладывать ваш главный терапевт Ульяна Семеновна Портнягина, поскольку вам здесь есть чем поделиться. Есть чем поделиться. Но мы знаем, что сегодня у нас регулярно проводятся профилактические осмотры, да, в трудовых коллективах и образовательных учреждениях. Это тоже необходимость, да, такая некая, да. И как они влияют вообще в целом на здоровье населения? Очень сильно влияют, потому что работающее население, хотя у нас гарантируется там до 40 лет, по-моему, один рабочий день можно взять для прохождения в 3 года, старше 40 лет можно каждый год. Но мы понимаем, что человек работает, и ему некогда брать этот день. И поэтому мы тогда идем именно к работающим, и там мы можем проводить очень активно мероприятия. Вот на работающее население прям выделяется целый большой блок возможностей, чтобы реализовать все варианты прохождения в полной мере профилактического медицинского осмотра на месте. Да. Мы не исключение, у нас также проводятся такие медосмотры. Действительно, это удобно, это как бы и работаешь, и от работы не отвлекаешься, ненадолго поднялся, сдал основные анализы, да, потом уже, и, кстати, прямо на рабочее место приносит потом результаты. Это вдвойне удобно. Кроме того, Даша, вот я как раз застала у вас зарядку, а зарядка это входит в программу как раз здоровья работающих. Это как раз та самая производственная гимнастика, она вот должна так, да? быть. Конечно. Хорошо. Ну а вообще, какие основные заболевания можно выявить в ходе подобных осмотров, да, будь то рабочие трудовые коллективы, да, либо, допустим, в дошкольных учреждениях, в школьных? У нас основной акцент, конечно, сделан на, так же, как и во всем мире. Мы здесь никак не отличаемся от всего мира, поскольку в популяции основными причинами неблагополучных событий являются, конечно, сердечно-сосудистые заболевания. И акцент сделан именно на это. И вот вопросы дистанционного мониторинга наиболее частого фактора риска артериальной гипертонии и сахарного диабета
очень сильно акцентирован в современном подходе. То есть человек, у которого выявлена артериальная гипертония, он может дистанционно наблюдаться, контролировать свое состояние, так же, как и сахарный диабет, которые идут бок о бок с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, конечно, прежде всего, это онконастороженность. Это раннее выявление тех форм рака, которые доступны для раннего выявления. Давайте перейдем уже к следующей не менее важной теме. Это тема вакцинации. Ой. Достаточно такая спорная, да, история. Но вообще, как система здравоохранения работает над повышением доверия именно к теме вакцинации? Ну, давайте начнем с Екатерины II, которая первая сделала себе прививку от оспы. И таким образом показала как раз важный момент, я своих внуков привела, что никто из них не заболел, это был БИЧ, как вы помните, Джефферсон. Это очень давняя история, очень давняя, поэтому спорить здесь ну просто смешно. Мы сейчас имеем возможность вакцинироваться от 25 нозологий. Обязательные компоненты, которые мониторируются, гарантируются государством. То есть мы имеем такую возможность. Это грипп и пневмококковая инфекция у взрослых. Но кроме того, там еще есть ряд параметров, которые можно тоже внедрять. Но, по крайней мере, вакцины эти присутствуют. Но они пока не возмещаются за счет государства. Но я думаю, что это тоже решаемый вопрос. Поэтому, да, вот у меня будет доклад прямо сегодня про вакцинопрофилактику. Поэтому я просто скажу, когда говорим вакцинация, перед нами сразу возникает вопрос каких-то инфекций. Я с этого и начала, да, с оспы. Но на самом деле, например, в 2025 году в Европейское кардиологическое общество вакцинопрофилактику кардиологическая от пневмококковой инфекции внесла в приоритет. Вот так. То есть вакцинация обязательно, она важна. Важна, важна. Вера Афанасьевна, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Спасибо за то, что приезжаете к нам в город, делитесь своим опытом. Ну и, конечно, я думаю, что все это делается во благо здоровья всей нации. Спасибо большое. Спасибо, Даша. Мы живем в потоке дней, но каждая из них – это часть большой истории. 2 июля не исключение. В этот день принимали решения, которые до сих пор влияют на нашу жизнь. В этот день рождались идеи, изменившие мир. Подробнее в нашей постоянной рубрике. На календаре 2 июля. Сегодня Международный день собак, Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. По народному календарю Зосима и Иов. В русском народном календаре несколько дней Зосимы, но все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Это день в истории. 1670. 2 июля войско атамана Степана Разина овладело Астраханью. 1698. В этот день получен патент на первую в мире паровую машину. 1860. Основан город-порт Владивосток. 1900. Совершил полет первый в мире дирижабль жесткого типа. В этот день родились Надежда Пушкина, Ганнибал, русская дворянка, мать великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Константин Маковский, русский живописец. Александр Зайцев, русский химик, органик, член-корреспондент Петербургской академии наук. Пьер Карден, французский модельер итальянского происхождения. Патрис Лумумба, африканский политический деятель. И Ия Арипина, советская российская актриса театра и кино. Именины сегодня отмечают Иван и Фаддей. Как мы уже сказали, сегодня отмечается День собак. И ни для кого не секрет, что собака – это друг человека. И ведь это не просто слова. Служебные псы каждый день доказывают это на деле. Они живут рядом с нами, но их жизнь – это работа, ответственность и полное доверие к хозяину. У каждого праздника есть свои герои. 2 июля – день тех, кто работает носом и сердцем. Служебные собаки не сидят на цепи, они на передовой. Помогают искать, спасать и охранять. Они делают то, чему научились, и доверяют тому, кто идет рядом. Кинолог – это человек с опытом и выдержкой. Вместе они решают задачи, с которыми техника не справляется. В данных сумках лежит СВУ
самодельное взрывное устройство. Сейчас собака по кличке Ястреб попробует ее найти. Рядом. Рядом. Сидеть. Молодец. Хорошо, герой. Димон, не ухай. Хорошо. Молодец, герой, молодец. Ай, умница, браво. Браво, молодец, да. Да. У этих собак нюх, который невозможно обмануть. Они берут след, который для человека давно остыл, и они находят то, что спрятано так, что не найдет ни один прибор. Но главное — это скорость реакции. Кинолог в этот момент только направляет, а решение принимает сам напарник. Ну, без строгости служебную собаку, вообще воспитать собаку очень, наверное, трудно. Почему? Потому что у каждого собаки есть свой характер. И каждой собаке нужен свой подход. Очень частая ошибка у новичков, ну, это вот, знаете, очеловечивать собаку. Очеловечивать собаку — это как спит она в одной кровати с человеком, чуть ли не кушает за столом вместе. Вот эти вот частые такие вот ошибки, сюсюканье. Кинолог объясняет, собака пробует, ошибается, выполняет еще раз, и с каждым разом получается лучше. Самое важное здесь — не сорваться и не потерять контакт, потому что без доверия любые команды бесполезны. И когда это получается, команды звучат уже не как приказы, а как общий язык двух напарников. Сейчас мы на опыте проверим, слушается ли служебная собака чужих или исключительно своего хозяина-кинолога. Ястреб, лежать. Ястреб, лежать. Ястреб, лежать. Попробуйте вы. Из этого мы делаем вывод, что служебная собака слушается только своего кинолога. Диана Борисова, Семен Семенов, Якутск. День собак – это, конечно же, про безусловную любовь и преданность, которую наши четвероногие друзья дарят нам каждый день. Но чтобы эта любовь оставалась крепкой, а питомцы были здоровы, рядом должны быть люди особой профессии. В следующем сюжете поговорим о тех, кто лечит, спасает и каждый день доказывает – быть ветеринаром – это призвание. Доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Олег Викторович Борщевский. Я ветеринарный врач. В свою профессию я пришел достаточно давно, прошло уже четверть века. Работаю практическим ветеринарным врачом, хирургом, травматологом, врачом визуальной диагностики ультразвуковой. Я захотел попасть и стать ветеринарным врачом, потому что у меня старшие братья ветеринарные врачи. Вот. Меня это заинтересовало, и после окончания школы я пошел учиться в нашу сельхозакадемию. Профессия очень тяжелая, но очень-очень занимательная. У нас очень интересная профессия. Каждый пациент – это своеобразный индивид со своим характером. Очень много можно узнать о поведении домашних животных, и не только домашних, но и диких. Рабочий день ветеринарного врача, он начинается с приготовления своего рабочего места и с пациентов, которые находятся в стационаре. Значит, делается обход ежедневный, собирается, опять же, анамнез тех, которые болели, как болели, чем болели. Ну, вообще рабочий день начинается с того, что начинается изучение истории болезни. И потом уже непосредственно осмотр пациента. Самая главная сложность, когда пациент ничего тебе не рассказывает. Это раз. А во-вторых, когда тебе владелец этого пациента тоже ничего не рассказывает. При этом что-то врач ветеринарный должен предпринять, чтобы пациенту стало легче. Вот это самая большая сложность в работе. Каждый, будь то кошечка домашняя, там, которая ластится, идет в руки дома, она может здесь превратиться в очень свирепого зверя. Пациент может укусить, ты не должен проявлять в сторону него агрессию какую-либо. Он просто боится. Он не в своем доме, он пришел на прием все же к врачу. Но затрата своего времени компенсируется результатом профессии. Это выздоровление пациента.
которые приносят очень большую радость врачу. Желаю всем своим пациентам, будущим или нынешним, быть всегда здоровыми, приходить только на профилактические мероприятия. А владельцам животных желаю получать огромную радость, которую они нам доставляют. Сегодня республика отмечает день одной из самых величественных и красивых рек планеты – нашей Лены. В этот день мы говорим не только о ее экологии и значении как главной транспортной артерии, но и о ее душе. О том, как она вдохновляла поэтов, становилась героиней книг и даже давала имена людям. Лена Ивановна Гоголева, дочь народного поэта Якутии Ивана Гоголева-Кындыла, сегодня героиня нашего сюжета. О человеческом, семейном, пронизанном любовью голосе Лены расскажет Катерина Винокурова. Для якутян она живое существо, кормилица и муза. Ей посвящали и продолжают посвящать стихи и песни. Особенно пронзительной была любовь к реке у народного поэта Якутии Ивана Михайловича Гоголева-Кындыла. Удивительно, но любовь к реке нашла отражение даже в имени одной из его дочерей. Мама училась в Тимирязевской академии сельского хозяйства, а папа учился в литературном институте имени Горького. Познакомились они на якутском землячестве, и когда мама получила распределение вернуться на родину в Якутию, ее распределили на селекционную станцию Покровска. Это на берегу реки Лена. Туда же приехал и отец, и так они и остались и прожили на берегу реки Лена почти 50 лет, где мама вырастила прекрасный сад. Каждой весной там зацветает более 40 яблонь. И там основала опытный участок, где вырастила более 40 сортов черной смородины. Смородина, которая адаптирована к нашим северным условиям. Именно здесь, в этом саду, среди цветущих яблонь, Иван Гоголев написал свои лучшие произведения, в том числе и те, что посвящены реке Лене. Этот сад был его тихой гаванью и вдохновением. Например, переведенный на русский язык «Чайки над Леной». Эти стихи перевел Олег Шестинский, его один из лучших друзей папиных. Вообще папа дружил с московскими поэтами, очень многие переводили его стихи. Вот эта поэма, она такая интересная тем, что у него здесь как бы все времена года. И река Лена, например, есть осенняя Лена, зимняя Лена. И в каждой части поэмы он дает свою характеристику. Очень интересный поэтический сборник. Для дочерей Лены и Анны река Лена также является яркой главой в жизни. Все свое детство они провели там, купаясь в ее холодных водах летом и слушая сказки и легенды зимними вечерами. Говорят, в древние-древние времена в берегах реки жил один страшный, огромный дракон. Он требовал дань с жителей этой реки каждый год. И однажды он увидел красавицу, дочь шамана, и потребовал ее к себе в жены. Но у девушки был возлюбленный, он не побоялся выступить против дракона и победил его. Я в свое время делала какие-то такие иллюстрации. Этот дракон чем-то похож на нашего быка зимы страшного. Да? Говорят, что он как раз живет на берегах, в устье нашей реки, которая впадает в Ледовитый океан. И дракон не потерпел такого вызова от юноши. Он заморозил возлюбленных и превратил их в камни. Говорят, именно тогда и возникли у нас ленские столбы. Девушка с юношей превратились в камень, но сам дракон тоже превратился в камень. С тех пор и стоят эти древние столбы. Это одна из моих любимых легенд. По сей день дочери Ивана Гоголева с огромной радостью любят приезжать на бескрайние берега Лены и не перестают восхищаться ее красотой. Но река для них – это не просто красивый пейзаж, это связь с отцом и с корнями. Река продолжает жить в имени нашей героини, а ее отец – поэт Иван Гоголев-Кындыл в ее вечном течении. Катерина Винокурова, Владимир Павлов, Якутск.
Вода объединяет огромную страну. Где-то она становится главной дорогой, а где-то ареной для спортивных побед. Ветер, паруса и бешеная скорость. Во Владивостоке проходят захватывающие гонки яхт. Это не просто спорт, это битва тактик, нервов и ветра, где каждый поворот может решить исход всей регаты. С легким волнением Даниил поднимает парус на своей желтой яхте. Совсем скоро вместе с десятками экипажей он выйдет на дистанцию чемпионата Владивостока среди крейсерских яхт. Ровно в полдень гонка стартовала из-под Золотого моста. Такое зрелище приморцы видят лишь раз в году. Это на самом деле очень уникальная гонка. Она единственная в России, где парусные лодки могут зайти в порт и стартануть из-под моста. Во-первых, это старт из-под моста, а во-вторых, это в порту происходит. А по правилам вообще нахождение парусного судна именно под парусами в портовой зоне запрещено. И вот он, долгожданный момент, старт. После выстрела пушки экипажи один за другим уходят в море. Впереди 25 километров дистанции. Весь флот стартует и проходит точку на острове Уши, это возле русского острова. Затем идут к спортивной гавани и финишируют здесь у входа в Верхоп 7 футов. То есть получается довольно и длинная гонка, и интересная, и насыщенная. Этот турнир провели в преддверии празднования дня рождения Владивостока. На воду вышли около 70 яхт. Такой формат соревнований стал настоящей традицией. Его проводят уже более 10 лет. Регата остается одним из самых ожидаемых и зрелищных событий для приморских поклонников яхтинга. Степан Нефедов, Екатерина Таланова, Панорама. Морская романтика живет не только в ветре и соленых брызгах, но и в деталях. Например, в головных уборах. Бескозырки, капитанские фуражки, канатье – все это часть морской истории. В летнем образе важна каждая деталь, а головной убор – одна из главных. Сегодня с нашим стилистом мы разберем, какие модели лучше защищают от солнца, из каких материалов их стоит выбирать и как их нужно носить. На улице невероятная жара, солнце печет. Как правильно выбрать головные уборы, которые сейчас неимоверно актуальны, которые можно будет подобрать с любым вашим аутфитом и чувствовать себя в нем комфортно и защищенным от яркого палящего солнца. Одним из самых главных трендов сезона, конечно же, являются бейсболки, кепки и все тому подобное. Именно они помогают нам с вами классно делать образы в спортивном стиле. К ним мы уже давно привыкли, их носят как взрослые, так и дети. Кепку вы можете выбрать в любой стилистике в зависимости от того, что вам нравится. И цвет также выбирайте под ваш основной гардероб и тип лица. Это могут быть однотонные кепки в ярких цветах, это могут быть светлые кепки, но сейчас самые актуальные – это с надписями. Все возможные надписи, цифры, какие-то даты или маленькие-маленькие картинки в виде попугайчиков или авокадо. Всегда актуальная летом – это шляпа. Ширина полей зависит от вашего роста. Если вы невысокого роста, то поля должны быть поменьше. Если вы высокого роста, то лучше выбирать поля пошире, ну и они лучше защищают от солнца. Также хорошо подбирать шляпу по оттенку. Бывают более светлые, более темные, но при этом они все являются бежевыми. Поэтому выбирайте ту, которая вам комфортнее и которая не сливается с цветом вашего лица. Я рекомендую выбирать шляпу канатье, потому что это один из трендов, и это классика, которая всегда идеально подходит как к платьям, так и к брючным костюмам. Также плетеные шляпы лучше всего сочетать с натуральными тканями. Хлопок, лен, вискоза и все, что дышит. Тогда у вас будет единый стиль, и ваш образ будет выглядеть полноценным. Также актуальны в этом сезоне платки на голову. Рекомендую выбирать размер 90 на 90, он идеально подойдет для того, чтобы завязать бандану. Именно такой головной убор вы можете сочетать с более женственными и изящными образами. На модных подиумах появились плетеные козырьки. Именно их стоит также внедрять в свой гардероб. Они трансформировались по стилистике. Одно время были в тренде прозрачные, потом спортивные, сейчас плетеные. Такие немножко в стиле Прованс. Их также хорошо можно будет сочетать с платьями в цветок. Замечательно будут смотреться в стиле бохо или, возможно, в этнической стилистике. Идеальные для того, чтобы сочетать даже с холодаем. Также всегда есть классический вариант шляпы, который идеально подходит как мужчинам, так и женщинам. Такая шляпа
является классической и идеально смотрится с брючными костюмами и серьезными образами. Но летом вы можете носить ее даже с белой футболкой, короткими джинсовыми шортами, и никто вам не запретит. Именно такие образы будут являться стильными в этом сезоне. Помните, что летом головной убор очень важен. Он олицетворяет вас, потому что это является вашей визитной карточкой. Поэтому выбирайте то, что точно подходит вашему стилю и вашему настроению. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния граждан в период с 2020 по 2025 год. Согласно отчету, изученному РИА Новости, чистые активы россиян с поправкой на инфляцию выросли на 37%. Выше показатель только у Южной Кореи. На третьем месте Хорватия. В то же время в ряде европейских стран зафиксировано резкое снижение уровня богатства. В Великобритании он упал на 23%, в Нидерландах на 14%, во Франции на 4,5%. Единственной страной со стабильным показателем осталась Италия. Минпросвещение России начинает поэтапное введение в школах нового предмета «Духовно-нравственная культура России». Как сообщил министр Сергей Кравцов, в 5 классах дисциплина появится во втором полугодии 2026-2027 учебного года, а в 6 и 7 классах с 2027 и 2028 года. Цель курса – формирование у детей мировоззрения на базе традиционных ценностей через изучение биографии выдающихся государственных и культурных деятелей. Для преподавания предмета ведомство готовит новые учебники. В культурном центре «Сергелякские огни» прошло торжественное вручение дипломов выпускникам Якутского финансово-экономического колледжа. Дипломы получили те, кто отличился не только высокими результатами в учебе, но и активной общественной работой, участием в волонтерских и молодежных проектах республики. На торжественной церемонии собрались студенты, их родители, а также выпускники прошлых лет. Среди почетных гостей была депутат Государственной Думы Галина Данчикова. 252 выпускника по очной и по заочной программе обучения по 4 специальностям. Это наши бухгалтера, финансисты и специалисты банковского дела и торгового дела. И на уровне республиканском все связано с потребностями наших работодателей. Стрелу Олонхо в столице республики презентовали книгу к 60-летию Якутской школы стрельбы из лука. Она рассказывает об истории развития спорта в Якутии. В ней собрали имена лучших лучников республики, рекордсменов, олимпийских чемпионов и мастеров спорта. Также издание приурочено к 90-летию Павла Михайловича Стасова, основателя Якутской школы стрельбы из лука, и к чемпионату России, который сейчас проходит в Якутске. Над обширным сборником в течение около 40 лет работали ветераны лучного спорта, супруги Мария и Владимир Алексеевы. В Верхневилюйском Улусе впервые прошли республиканские соревнования по конной стрельбе из лука на призы главы Харинского наслега. Спортсмены из разных районов Якутии состязались в меткости на 90-метровой дистанции по маршрутам башни и рейд. Несмотря на то, что для Улуса это новый вид спорта, а на знакомство с лошадьми у всадников были всего одни сутки, участники успешно поразили мишени на полном скаку. Поединки собрали большое количество зрителей и получили высокую оценку за уровень подготовки. Именно вот если коротко рассказать, вот конная стрельба из лука вот с прошлого года началась. В прошлом году в республике Саха-Якутия в начале октября Үс-Хатынги вот пробные заезды были. Ага, и вот там в пробных заездах участвовали 6 человек. Были и призеры, и победители. И вот в начале мая этого года мы съездили в Подмосковье, город Серпухов. На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла X1.1, которая вызовет мощную магнитную бурю на Земле 2 и 3 июля. По данным ИКИРАН, это геомагнитное возмущение станет сильнейшим с марта текущего года. Источником взрыва стал активный центр рядом с рекордным пятном, которое само пока сохраняет стабильность. Несмотря на высшую категорию сложности, ученые классифицируют события как умеренное по силе, но предупреждают о неизбежном влиянии на магнитосферу планеты в ближайшие дни.
Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Как мы уже говорили, сегодня отмечается День реки Лены, одной из главных природных артерий нашей республики. Для жителей Якутии она всегда была не просто рекой, а дорогой, источником жизни, местом работы, отдыха и частью нашей истории. О том, как сегодня живет Лена, почему важно бережно относиться к реке и что каждый из нас может сделать для сохранения, поговорим с руководителем Ленского бассейнового водного управления Петром Моргуновым. Петр Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Ну вообще, какое значение сегодня наша река имеет для жителей Якутии? Ну, мне, можно сказать, самое большое значение имеет для жителей Якутии, для каждого из нас, потому что с промышленной, с экономической точки зрения наш водный объект играет большую роль. Она у нас самая великая, такая вот самая длинная, единственный водный объект в Российской Федерации, который только находится в одном стране, так называемой. И самая длинная и по водности, и по стоку, ну, самая-самая, да, можно сказать. Но, с другой стороны, на берегах располагаются самые крупные наши города. История Якутии полностью связана с нашим водным объектом. Поэтому для каждого она имеет очень большое значение. Ну а как меняется сегодня экологическое состояние реки? Ну, я настороженно могу сказать, но как бы оно меняется, но наши специалисты с Якутского ГУМС, которые проводят мониторинг водного объекта, они всегда дают определенную оценку. Чистая, условно чистая, загрязненная, очень грязная. Грязная, очень грязная, да. Есть определенные классы. Если по реке Лена, то она относится к загрязненной. Но это не бойтесь, потому что из всего спектра фоновое загрязнение может быть. По сравнению с другими водными объектами центральной части, вообще по всему миру, у нас река очень чистая. Достаточно чистая. Отличается по летом, по зимой, она по качеству, конечно, отличается. Ну, весной, конечно, во время половодья и паводков она взвешенные вещества поднимаются, поэтому она мутная, как будто она грязная, но на самом деле она чистая. Но помимо экологического состояния, какие еще основные проблемы существуют сегодня у реки Лена? Ну, проблем всегда хватает, начиная от каких-то локальных сбросов, загрязнений, но всегда Лена вызывает вызов, да? Каждый год мы испытываем это, потому что река не зарегулированная нами, человеком, тоже по сравнению с другими водными объектами, с Волгой, с Амуром, с Енисеем, с Обью, да? Поэтому во время половодья и паводков проблемы у нас всегда связаны с паводками. Затопление тех или иных населенных пунктов, которые располагаются вдоль реки Лена. А правда ли, что изменение климата уже влияет на нашу реку, и в чем это проявляется? С термином изменения климата я тоже настороженно отношусь, потому что в ВУЗе нас учили всегда, что компетентные специалисты, ученые должны сказать изменение климата. Но, тем не менее, если какие-то мы смотрим относительно водного объекта, то есть определенный цикл водного объекта, долгосрочную, на краткосрочную. Есть понятие меженный период, когда уровни падают, и как будто климат влияет у нас река, как обычно. Но на самом деле нет, это просто цикл такой идет. Поэтому я особо так не могу сказать, поэтому нейтрально отношусь. Хорошо. Особо А не влияет. насколько безопасно сегодня отдыхать на берегах Лены, да, и что важно помнить вообще в летний период? На берегах Лены отдыхать всегда хорошо, но, конечно, с соблюдением правил и санкционированных местах, где обустроены наши пляжи. Я буквально на днях был пляж в городском, очень шикарное место стало. Но всегда опасно, где вы не знаете. Мой, например, яркий пример, водитель мой, он потерял здоровье, буквально не знал, просто вот пришел, прыгнул, когда был молодой, головой ударился об дно, потому что казалось мелко, да, и потерял здоровье.
Но он здоровый был, в свое время мужчина спортом занимался, поэтому опасно. И течение очень сильное у нас на реке Лена, поэтому надо быть опасным, всегда надо проверять. Давайте поговорим о мероприятиях, да, ну вот вкратце, конечно, какие проходят мероприятия в честь Дня реки Лена. Да, буквально вкратце. Сегодня у нас очень хороший день реки Лена, поэтому всегда мы проводим акции, мероприятия. Масштабные мероприятия для населенных пунктов, которые располагаются вдоль реки Лена. Организованы сегодня акции в виде субботников. Сегодня мы проводим вместе с Министерством экологии субботник. Стартуем сегодня 15:00. Всех приглашаем. 203-202 микрорайон, лодочная станция. Пожалуйста, приходите, участвуйте в акции нашей. Как минимум, хотя бы вот такую лепту внести можно, да? Ну а в целом, какие задачи сегодня стоят перед Ленским бассейновым водным управлением на сегодняшний день? Задача всегда у нас обширная, начиная от регистрации и ведения государственного водного реестра, но самое главное – это реализация мероприятий национального проекта «Экология», чистые водные ресурсы, строительство КАП-строек, Верхоянский строим и капитальный ремонт, ну и управление водным ресурсом, чтобы для будущих поколений всегда у нас были чистые водные объекты. Вот такие задачи стоят у нас. Петр Михайлович, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Напоминаем всем телезрителям о том, что сегодня объявлен субботник, да, на 203-м микрорайоне, на 202-м. У лодочной станции. У лодочной станции встречаемся в 15:00. Призываем всех вот таким образом отметить этот замечательный праздник, День реки Лена. И внести хоть немного, но свой вклад в экологию нашей главной красавицы. На этом мы завершаем наш эфир. Не прощаемся. Говорим вам до новых встреч. Если вдруг вы упустили что-то во время нашего эфира, вы всегда можете пересмотреть его. Для этого нужно лишь подписаться на наши социальные сети. Все последние новости, интересные темы, все находится именно там. Увидимся уже завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24. Всем прекрасного, хорошего утра, отличного настроения. И еще раз поздравляем всех жителей нашей республики с прекрасным днем, с Днем реки Лена. До новых встреч, всего доброго, увидимся. Не забываем о том, что мы работаем в прямом эфире каждое утро специально для вас. До новых встреч!